сегодня вашему режиссеру говорю, приезжайте к нам весной. У нас прекрасный фестиваль тюльпана. И мне хочется, чтобы... Государственного театра кукол «Джангар». С 22 по 25 октября пройдут большие гастроли театра кукол «Джангар» в городе Иркутске, которые организованы Федеральным бюджетным учреждением культуры «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Халджиева Зоя Микеевна, художественный руководитель театра кукол «Джангар» Республики Калмыкия, заслуженная артистка Республики Калмыкия. Сарангов Алексей Владимирович, главный режиссер театра кукол «Джангар» Республики Калмыкия, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия. Представитель... Похлопаем нашим гостям из Республики Калмыкия. Театр «Джангар». Вот видите, сразу вот аплодисменты почувствовали. Я только не выступил, потому что мы вас очень долго ждали. И, наконец-то, театр юного зрителя, побывав в Калмыкии, как раз у вас в гостях, да, сейчас рад приветствовать у себя в городе Якутске. И это еще укрепление культурных связей. И вот хотелось бы сказать, что обменные гастроли с театром юного зрителя Республики Саха, оно объединяет не только творческие коллективы, да, наших театров, но и объединяет в первую очередь наших детей. Спектакли подарят вашим детям радость, тепло, волшебство. Здравствуйте. Нам очень приятно быть здесь. Спасибо за такой мороз хороший. Мы южане. У нас зима даже, как у вас, осень, наверное, даже как лето, наверное. И этот заряд бодрости очень, очень замечательный. Мы привезли 2 спектакля из нашего репертуара, нашего театра Чайковский «Майдадыр» для самых маленьких. Ну и, конечно же, визитную карточку нашего театра – это легенда Саргирел. Саргирел переводится на русский язык «Лунный свет». Это легенда народа, но ее переписал в свое время наш народный поэт Лев Никитич Кубутинов, известный тоже на весь мир, в честь которого даже названа планета в небе. Вот. И нам очень приятно, мы хотим показать, поделиться нашей культурой. И вот сегодня мы выходили на сцену для детишек. Дети, они, как будто мы все в Калмыкии. Такие же дети, похожие. И была такая мысль хорошая, то, что театр кукол и ТЮЗ – это, в первую очередь, театр для детей. И вот нам 4-й сезон. Официально мы открыли дома, но мне кажется, вот сегодня как будто бы у нас сезон 4 открылся здесь, на сцене театра юного зрителя, потому что 4-й сезон для нас особенный, 3 года уже прошли, уже как бы хочется как-то подытожить, и итоги у нас очень хорошие. Мы съездили в прошлом году, в прошлом сезоне на 2 большие фестивали, да, международные фестивали, да, в Омске и в Йошкар-Оле. Это очень здорово, нас пригласили. Вот, спектакль «Саргирел» удостоился такого права участвовать в таких крупных фестивалях. И конечно, вот участие в больших гастролях. Мы принимали, конечно, участие в больших гастролях только как принимающая сторона, потому что к нам приезжали наши коллеги из Луганска, из Донецка, мы их принимали, они работали у нас на территории. Да, как полноценные участники, это у нас сегодня впервые. Вот. К сожалению, у нас был Нигер Джиев, он погиб, он получил Героя России. И мы сделали такой момент, что он спас солдат, взорвав свои гранаты в окружении. Я сделал такую историю, да, когда в этот момент секунды, когда он чеку задернул, он попадает в такой мир, мир героев наших калмыков, где во главе стоит Джангар, герой нашего эпоса. Там Бердниделиков, герой Великой Отечественной войны, там Сириджаб Тюмень, герой войны против Наполеона 1812 года, и наши народные богатыри. И он с ними рассуждает, каково быть героем. Да? Потому что наши папы, мамы, родители воспитали, мы знаем наших героев Калмыкии, у нас 22, и настало время нам объяснять. И вот как бы палка двусторонняя, и вот появился герой, который герой России. И мы уже детям, да, и спектакль зашел хорошо, я даже недавно защищал этот спектакль. И через добро, через геройство понимаем, что он не просто погиб, он погиб, и там даже в другом мире продолжает эту миссию героя нашей страны. И мы бы очень пожелали бы вам, чтобы вы в обязательном порядке надо подарить Олонхо эпос. Да, чтобы тоже посмотрели, на русском языке есть
Да, переведенные хорошие тексты есть, и это можно вам как бы дать в дар, чтобы, да, в перспективе, например, вот либо Алексей Владимирович, либо Зоя Никеевна, вы в обязательном порядке посмотрели и да, прониклись, и потом увидели. Потому что Джангар, вот как раз-таки героический, ну, имеется в виду, он же богатырь, вот, калмыцкого народа, да, и у нас, например, тоже есть такие, допустим, ботуры, Гун ботур, там, начиная, там Элес ботур, там, и так далее, так, Эрчимен Берген и все прочие, да, вот. И как раз было бы здорово, если вот якутское лонхо стало бы, ну, имеется в виду, воспроизводилось бы и поставили бы на цене калмыцкого Джангара. Мы стараемся, чтобы и современная драматургия была, и Алексей Владимирович, и я. Мы пытаемся тоже инсценировать какие-то интересные сказки. То есть мы, самое главное, чтобы это было интересно для нашего юного зрителя. И второй вопрос, конечно, чтобы это было продаваемо. Да. Пушкинская карта у нас очень хорошо работает. К нам очень часто приходят всякие организации, проводят свои мероприятия. И, естественно, у нас суббота и воскресенье – это железно, семейные просмотры. В субботу вечером мы играем вечерние для молодежи. Поэтому суббота днем, воскресенье днем мы играем детские спектакли, и суббота вечером мы играем для молодежи вечерние спектакли. Ну, дай бог, все у нас получится. Для того, чтобы привлечь старшеклассников, сразу поставили Чехова, Каштанку. Школьную программу. Да, Школьную классическую программу. То есть Чехов у нас есть, Алексей Владимирович сразу же поставил «Последний декабрь», да. декабристов, сейчас у нас Евгений Онегин. То есть у нас целенаправленно, планово у нас мы... Да, мы стараемся, знаете, как, чтобы немножко креативнее, так скажу, потому что все равно Национальный театр, у них есть обычаи, традиции, они уже много, 80 лет уже работают, да? В русском театре они тоже по-своему работают, а мы так, знаете, как по молодежи, наверное, как-то. И сайт у нас такой... Театр кукол сейчас имеет такие большие возможности. Он сейчас так моден, он так сейчас востребован, что мы сейчас понимаем, что мы попали в очень хорошее время, когда мы можем развиваться, достигать и доказывать всем, что мы не только можем петрушки, выездные спектакли в садике, это надо, это нужно, понятно, но мы можем еще и на более серьезные темы разговаривать со зрителями. Потому что вот эти два фестиваля, на которых мы были, международных, говорит о том, что очень какие мы великолепные спектакли видели на такие большие серьезные философские темы. И все это куклами, это очень здорово, потому что именно с калмыцким языком проблемы. У нас дети не разговаривают на калмыцком языке. Но мы стараемся, вот я вот спрашивала, да, как у вас метисы называется, у нас метисы называются балдыры, поэтому мы балдырим, то есть половина на калмыцком, половина на русском, чтобы ребенок понял, про что. У нас есть несколько, в программе развития нашего театра, в концепции нашего театра прописаны уроки спектаклей на калмыцком языке. И у нас есть спектакль «Бадмашка», который вот один из первых таких, мы начинаем эту программу, интерактивных спектаклей, когда Бадмашка учит детей по калмыцкому разговаривать. Поэтому это очень сложно, это больной вопрос, и прям с грустью могу сказать, что у нас немножечко такие грустные дела по этому вопросу. Поэтому я когда слышу, что ваши дети разговаривают, что вы разговариваете, Боже, какие вы молодцы, держите это, потому что это размывается просто вот дома разговаривайте, с детьми разговаривайте, потому что 10, 11, 20 и все, и это быстро, знаете, незаметно, быстро размывается. Поэтому сохраните то, что имеете. То, что ваши дети разговаривают на вашем народном языке, это большое счастье. Кстати, вот в ВПС ЛМХ, в особенно таких архаических, там же тоже. И вообще в ВПС ЛМХ вы заметили? Там тоже женщина-удаганка то пролетает, спасет богатыря. Из-за Куяны. Да, и вся война, как бы, да, беда тоже из-за женщины получается. Да, вот. И так и, в общем, скажем. Сама создала. Богатырь.